Мнение практически исходит, ну, сейчас не от всех, конечно, а где находится оппозиция. Адгур Амирович правильно говорит, сегодня каждый кто-то пытается потянуть одеяло на себя, там больше заявлений сделали в одной организации, а почему это сделано меньше, и какие-то непонятные разговоры вокруг этого ходят, оппозиция слабая, она не может договориться. Я хочу развеять сомнения тех людей, которые себе какие-то иллюзии строят и хотят этому порадоваться, сказать, что это определенно не так. Определенно не так. Оппозиция, она едина, как никогда. И оппозиция в будущем. Сейчас просто проходили парламентские выборы, да, и сейчас оппозиция переформатируется. И, конечно же, оставляет за собой право на выступление, на ряд заявлений. Оппозиция будет брать на себя как проведение митингов. Хочу сразу отметить для людей, кто переживает, что оппозиция никогда не выступала, не организовывала митинги для того, чтобы насильственно кого-то сместить и так далее и тому подобное. Все будет в рамках, все будет проходить в рамках правового поля. Мы будем высказываться все вместе и говорить о проблемах, которые волнуют, интересуют наших граждан. Мы будем за это говорить, мы будем идти вперед. Это касаемо оппозиции. Я хотел бы подчеркнуть такой момент, вообще касаемо 2 лет правления президента Бжания, и отметить такой момент. Вот здесь депутаты сидят прошлого созыва. Вот в Конституции Республики Абхазия есть глава, где говорится об исполнительной власти, правильно? Статья 53, вот там 20 пункт, я ее процитирую, да, там говорится о ежегодном послании президента, об его работе за год, что было проделано, какие есть проблемы. Я, насколько знаю, что такого за 2 года не было, правильно? Да, на перспективу. Я знаю, что такого не было. Но в моем понимании это представляется как нарушение Конституции, правильно. Вообще, что мешает президенту обратиться со своим посланием, что значит работа не выполняется, нет работы, или он не справляется, или он не хочет видеть эти проблемы. Да, скорее всего, получается и так. Что за этим следует? Приходится нашим людям все время что-то додумывать. Проблемы все прекрасно знают, мы все не в наушниках ходим, все прекрасно все слышим, все прекрасно видим. Но каждому приходится что-то додумывать. Почему нельзя выступить? Если какая-то проблема решена, можно сказать, здесь проблема решена вот так. А почему она так решена? То есть я здесь вижу нарушение Конституции, и мы этот момент наблюдаем. Я хочу это подчеркнуть, что немаловажно, я считаю.